эфире Якутия-24, такой футбол, и Власий Сергеев. Мы говорим только о футболе. Сегодня у нас в гостях эксперты-аналитики Ярослав Соколов и Владимир Тардуев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, и, конечно же, хотелось бы начать нашу беседу с главного события минувшего игрового дня. Сборная России одолела команду Египта и практически обеспечила себе выход в стадию плей-офф домашнего чемпионата мира. И, собственно, какие впечатления остались от игры? Что можете сказать про команду Станислава Черчесова? Ну, игра очень понравилась в исполнении нашей сборной. Наверное, впервые болельщики не будут критиковать по итогам двух матчей нашу сборную, потому что игра действительно была наша, мы владели заметным преимуществом, создавали моменты. Если в первом тайме, допустим, как-то еще у нас игра не шла, сваливались на навесы в штрафную, то во втором тайме как бы помог вот этот быстрый гол, курьезный гол, как бы можно так сказать. И дальше уже Египту ничего не оставалось, как идти в атаку, потому что им нужна была только победа. Ну и все, и довели матч спокойно до победы, забили еще 2 гола. Ну, много, обсуждали перед игрой то, что вот Египет и, конечно же, Салах. Вот, Владимир, по вашему мнению, вот, как справилась сборная России вот, с командой Египта, в том числе с лидером команды? Во-первых, командный отбор был очень хороший, все действовали слаженно, никаких разрывов между зонами не было. Коллективный прессинг тоже хорошо работал, как и в первой игре, да, как и во второй. Ну и командные действия показали себя очень хорошо. Салаху, какой бы он ни был, высококлассный игрок, ему не дали сыграть, раскрыться на все 100%. Да, конечно, у него там он месяц без игровой практики, после травмы. Но мне кажется, со стороны тренера Египта была ошибка, то, что они его выпустили с первых минут. То есть лучше было бы, например, Салаху дать отдохнуть, да, еще время на восстановление. Но действительно, игрок без игровой практики, там месяц-полтора, да, после финала Лиги Чемпионов и вышел на поле. Ну, все-таки Египту надо было атаковать, 0 очков было, и остается 0 очков. Вот, по вашему мнению, больше навредил Салах? Ну, без него как бы Египет сыграл более командно, играл в первом матче против Уругвая. Да. А тут как бы ничего не оставалось, еще раз повторюсь, что как бы идти в атаку, потому что Египту нужна была только победа. И в основном, когда у тебя в команде играет такая звезда, как для Египта является Салах, то в основном игроки как бы стараются играть через него. Но в этом матче, благодаря слаженным действиям в основном наших защитников, полузащитников, да в целом всей команды, удалось как бы нейтрализовать, выключить буквально из игры. Да, было пару моментов у него, но ничего такого не сделал феноменального. Да, ну и вот если сравнивать составы, да, первого матча и матча с Египтом, у нас изменения там, конечно, минимальные. Вышел с первых минут в старте Дзюба. И мы видим то, что ставка сыграла, Черчесов действительно доверился этому форварду в этом матче. Как вы думаете, все-таки выбор форварда у нас идет по сопернику, то есть по игре, да, или же Дзюба сейчас в фаворитах Станислава? Да, конечно, каждому сопернику выбирается нападающий. У сборной Египта очень высокие центральные защитники, с которыми должна была быть силовая борьба, поэтому здесь, мне кажется, у Дзюбы было больше шансов лучше сыграть, чем у Смолова. У Смолова у него такой характер. Скоростной, техничный, где-то убежать в свободную зону. А у Дзюбы на навес открыться, зацепиться, побороться, потолкаться в штрафной площадке. Да, в целом Станислав Черчесов еще выпустил Дениса Черешева, который тоже провел хорошую игру. В первой игре против Саудовской Аравии также себя хорошо проявил. Что скажете насчет Черешева? Черешев молодец, что сказать, как и вся команда, сыграл очень хорошо. Было пространство какое-то, давали. Я говорю, тут еще стечение обстоятельств, что Дзагоев получил травму. Мы не знаем, как бы сыграл бы Дзагоев, если бы он не получил травму. А Черешев, он с каждой игрой доказывает тренеру, что он воспользовался этим шансом и пользуется. Что в первой игре, что во второй, Россия очень активно прессингует. И хотелось бы отметить для наших телезрителей то, что 2 рекорда по
дистанции, да, преодоленной в течение одного матча, Россия поставила, вот, лидирует на первой и на второй позиции. Первый рекорд был установлен в матче Саудовской Аравии, там пробежали наши футболисты 118 километров, а вот во вчерашней игре 115 километров. Как вы думаете, вот, хватит ли команды вот, на дальнейшие игры, вот, если играть в таком активном темпе? Я думаю, то, что все команды прошли сборы перед чемпионатом мира. Кто-то хорошо готов, кто-то плохо. Вот. Третья игра покажет. Потому что первые две игры как бы силы еще есть. И те команды, которые хотят пойти более длинную дистанцию, они распределяют силы. Вот. Поэтому можно сказать, другие команды не так много пробежали, потому что они как-то распределяли силы. Вот. А наши сразу сказали, то, что каждая игра – это финал. Поэтому все бегут, все играют, все цепляются, борются. Ну что, в принципе, правильно, домашний чемпионат мира, нужно идти только вперед и вперед. Ну что ж, а если обратить внимание, да, на турнирную таблицу нашей группы, сейчас очень приятно видеть нашу команду на первой строке, 6 очков. И как раз таки сегодня, сегодняшним вечером мы можем официально уже оформить выход в плей-офф. Вот, играют Уругвай и Саудовская Аравия. Но тут, да, будем честны, да, должно случиться чудо, чтобы Саудовская Аравия вдруг разгромила, да, команду Уругвая, и там турнирная ситуация, вот, ну, вопрос по турнирной ситуации будет оставаться открытым. Как вы думаете, что сегодня произойдет в этом матче? Я думаю, сегодня не стоит ждать какой-то сенсации. Уругвай потихоньку вот набирает обороты, и я ставлю на победу Уругвая. Будет и крупная победа. Да, но мне кажется, будет крупная победа. Не стоит чего-то ждать от Саудовской Аравии. Владимир, как вы считаете, вот Саудовская Аравия вот, все-таки теоретические шансы все еще имеет? Что у нас может противопоставить вот, уругвайским звездам? Теоретические шансы всегда есть, но по игре Саудовской Аравии, мне кажется, это одна из слабейших команд чемпионата. Вот. Ну, посмотрим, игра покажет. Футбол – это непредсказуемая игра. Тут случаются сенсации, что показывает чемпионат в целом. Да, и за это мы, конечно же, любим футбол. Действительно много сюрпризов на нашем Мундиале. Ну и, конечно же, остается один очень интересный вопрос. Заключительная игра группы А, ну, мы имеем в виду про нашу команду, с Уругваем. Как нужно сыграть против Уругвая в таком же активном темпе или же как-то иначе вот сыграть, по вашему мнению? Ну, я думаю, не стоит ничего придумать. Так же играть, как мы играли эти две игры, а там уже игра покажет, кто... Я думаю, Уругвай тоже, тут же будет игра как бы, за первое место в группе. Ну, и поле круглое. Мяч круглый, поле квадратное. Да, игра покажет. Лучшим игроком матча Россия-Египет признали Дениса Черышева. Согласны ли с этим решением? Я считаю, то, что конкретно выделять одного игрока не стоит. Вся команда сыграла хорошо. Допустим, тот же Фернандес, натурализованный бразилец, он сыграл шикарно, отдал 2 голевые передачи, бороздил бровку весь матч. Головин хорошо отбирал, прессинговал защитников, не давал начинать атаку. Да, и еще один очень интересный вопрос, который возникает у многих любителей спорта, футбола. Сборная России, по вашему мнению, вот, кто более предпочтителен в игре в 1/8 финала? Лично мое мнение, то, что это Португалия. Потому что Испания, там более сильные исполнители и более такой неудобный соперник. Потому что много владеют мячом, много коротких передач, быстрые нападающие, быстрые фланги. А у Португалии они такой более оборонительный футбол играют, дают мяч подержать сопернику. То есть играют в футбол. Ярослав, согласитесь ли с мнением Владимира? Я не спорю с Владимиром, согласен, как бы, что Португалия более удобным соперником для нас будет, но как-то чемпионат на интриги, на результаты. То не стоит сбрасывать, может там какие-то будут еще сенсации, я бы не торопился с выбором соперника. Соперников нам не стоит выбирать, с кем придется, с тем будем играть. Да, действительно, не будем забегать вперед. Надеемся, что сегодня
Официально будет оформлена путевка России на 1/8 финала. Ну а в последнем матче уже решим вопрос, с какого места выходить. Сейчас я предлагаю обратить внимание на группу H. У нас Колумбия проиграла Японии со счетом 2-1. Ну тут, конечно же, наверное, решающим моментом встречи у нас было удаление Карлоса Санчеса. Во второй игре у нас в этой группе Сенегал с аналогичным счетом одержал победу над командой Польши. Какие прогнозы вы делаете на эту группу? Вот эта группа, она, по моему мнению, более-менее ровная. Вот, все соперники равны. Ну, хотя и по именам можно сказать, то, что те же поляки были фаворитами, та же Колумбия была фаворитами, а тут взяли и проиграли. Следующие матчи уже нужно будет им выигрывать. Поэтому конкретно назвать команду, которая выйдет с первого, со второго места в этой группе, довольно-таки сложно. Давайте вот посмотрим на встречи, которые пройдут сегодня. Игровой день у нас открывает встреча Португалия-Марокко. Игра пройдет в Москве. Вот. Что нам ждать от этой встречи? Фаворитом, конечно же, является Португалия. Будет ли очередной сюрприз или же фаворит одержит победу? Я считаю, что сенсации ждать не надо. Португалия на голову выше. Ну и фактор Криштиану Роналду тоже сыграет. Никто не отменял, да? Да, конечно. Он очень сильный игрок, скоростной. Сразу же в первой игре показал свой бомбардирский задел. В этой игре, думаю, тоже должен отличиться. Ну, у нас следующие пары. У нас в 12 ночи по якутскому времени встречается Уругвай, Саудовская Аравия. Про эту встречу мы уже поговорили. Очень интересная встреча. Я думаю, все болельщики сегодня, конечно же, обратят внимание на эту встречу. И у нас заключительная игра – это Иран-Испания. По этой встрече что мы можем сказать, какие прогнозы делать? Опять-таки очевидно, да, то, что у нас фаворит Испания. Да, есть фаворит в этом матче испанцы, несомненно. Но сборная Ирана показала в игре с Марокко, что можно спокойно отсидеться, вытерпели это давление. Ну, очень обидное поражение было команды Марокко от Ирана. Ну, испанцы должны побеждать тут, несомненно. Думаю, второй раз и Ирану никак не фартит. Да, у нас, к сожалению, подходит время к концу, и у нас есть вопрос, который я задаю всегда своим гостям. Вот фавориты чемпионата мира в России? Я считаю, что лично мое мнение, в этом чемпионате конкретного фаворита выделить нельзя. Потому что все команды сильные по составу. По игре вообще что-то непонятное получается. Чемпионы мира проигрывают аутсайдерам. Ну, как всегда, наверное, те же самые Германия, Бразилия, Аргентина. Теневой фаворит Бельгия по составу, очень сильная команда. Ну и, наверное, наши. В том числе? Да. Да, Ярослав, ваше Я мнение? думаю, что 3 команды у меня есть. Это Бельгия, Англия, ну и буду болеть за сборную России. Все-таки надеяться, что мы станем чемпионами мира, как бы это ни звучало. Да, спасибо большое, что нашли время и поделились своим мнением. Сегодня все, конечно, обращаем внимание, внимательно смотрим матч Саудовской Аравии. Надеемся на официальное подтверждение выхода нашей сборной в стадии 1/8 финала. Ну, об итогах этих игр мы также обсудим у нас в гостях студии.